Привет! Ütü я Туяра, я из Якутии, и на моем канале я рассказываю про воспитание детей, путешествия, о том, как мы сохраняем родной язык, будучи в эмиграции. Подписывайтесь, лайкайте и комментируйте. Сегодня я подготовила вторую часть на тему родной язык и о том, как сохранять ее в эмиграции. Тема сегодняшнего видео про то, как учить родной язык. Что такое родной язык? В интернете пишут, или лингвисты, это такое научное определение, родным языком может быть даже несколько языков. Родной язык – это первый язык, на котором ребенок заговорил в детстве. Ее не обучали специально, это может быть и сахатыла, это может быть и русский язык, но в любом случае может быть и сразу несколько родных языков. И это тоже нормально, потому что мы живем в огромном таком мире и в многоязычии. О важности родного языка я говорила уже в предыдущем видео. Вы можете ее посмотреть, и объяснила, почему нам надо знать свой родной язык. Поэтому я не буду сегодня на этом останавливаться, а сразу перейду к практическим методам изучения своего родного языка. Я очень часто слышу о том, что родители хотят, чтобы дети заговорили на родном языке, а сами родители не говорят. И в самом начале я хочу основную мысль сразу сказать о том, что родной язык передается только от родителей, от родителя. То есть ответственность за знание родного языка все равно лежит на родителях. Следовательно, родители сами должны стать примером. Что для этого нужно? Мы сейчас будем в этом видео говорить о том, как нам, взрослым, самим воспитывать, нет, как самим взрослым вернуть свои знания на родном языке. Тут я хотела бы поговорить еще о том, о самих нас, взрослых. Мы как-то по привычке всегда от детей требуем того, что мы от себя не требуем. Поэтому давайте, родители, давайте, дорогие взрослые, начнем с себя. И даже в осознанном возрасте все равно у всех у нас, у людей возникает потребность вернуться к своим истокам. И это начинается именно с языка. Давайте мы будем примером для своих детей и будем изучать язык родной, и будем это потихоньку внедрять в нашу семью. Первое правило. Мы билингвы, начинаем думать сразу на нескольких языках, на двух или более. Задумайтесь, на каком языке вы думаете. Начнем с этого, от мыслей. Кто-то начинает думать на русском, кто-то думает на родном языке, сахалы, да, и бывает то, что это перемешано. И поэтому мы начнем со своих мыслей, чтобы вернуться к себе. И сейчас прямо практическое задание. Для себя определите или дайте время, например, описывать каждый свой шаг на том языке, на родном языке. Мен турдум, билигина халкастатым, баттах пундаранным, сирейбин соннум, видеага гулагун, оны билин улаган сахалы кепсе. То есть описывать каждый ваш шаг именно на том языке. На родном языке я, например, думаю сахалы. Это такое упражнение, оно абсолютно применимо к любым языкам. Даже если вы изучаете английский язык, есть такие лайфхаки, которые нужно работать именно с мышлением. А это второй метод. Он очень простой и доступный. Слушать песни на родном языке. Очень приятная часть найти песни любимого исполнителя или найти для себя любимого исполнителя и слушать эти песни, чтобы они были постоянно на фоновом режиме. Мы так учимся слышать, слушать и привыкать к языку. Мы же не сами только будем это слушать, это же дети тоже будут слушать. Все равно музыка – это один из самых таких доступных и легких способов внедрения языка. Третье – это подпевать тем же песням. То есть мы сначала слушаем на фоне, а потом это застревает. Например, какая песня может быть?
Мне только народные песни приходят в голову. Там. Тэ сырдык кымет, тэ кымет пэт, тэ сыла суотун, тэ уотун пэт, тэ илге сайын, тэ сайын кельбит. Но это очень старинная песня. Maya pintare kreatikitestan bitare Heptis pitederken kistahol Hamallar hatin çaranguston Kinileri gören miçerdir Sağa kasas batsandarar gün Қатты камера алыранылдан диханаватам. Ну и четвертых это выучить стихи. Можно выучить, как в школе нам задавали учить стихи, можно начать с очень простых детских, ну, например, сахалы это вот кобах, кобах, барах, сан, котам, котам, испитек, булчут, онер, сим, персит, мен. Ну, или хар, хачергер, ну, как бы любые такие короткие стишки можно учить и повторять. Это мы тренируем произношение в любом случае, возвращаемся к своему вот выговариванию собственных родных звуков. Это очень важно, и тренируем память. И в-пятых, наверное, многие всегда пугаются этого. Это читать. Начать со чтения книги. Не надо сразу там начинать с Олонхо или брать какие-то большие литературные произведения. Не надо. Можно начать простой газеты, там онлайн сейчас все доступно, можете начать читать статьи, новости. Можно читать детские рассказы, сказки, очень простые. Не надо себя загружать какими большими произведениями. Просто научиться потихоньку читать. Это касается изучения любого языка, и это касается также изучения своего родного языка. Ну и в-шестых, если это в-пятых было читать, то в-шестых нужно читать вслух. Это потрясающее упражнение на самом-то деле. Но это тоже требует, конечно, дисциплины, но если вы хотя бы будете знать вот эти примеры, которые я сама внедряю в своей жизни, в изучении родного языка и вообще любого языка, читать вслух. Я сама городская девушка. Как об этом вот сахалар узнают, о том, что вот у меня говор немножко другой. Багной. Я вообще не знала, что есть акцент якутский городской. Так вот, как я работала со своим произношением и говорением на якутском языке, на родном языке, мне порекомендовали читать вслух, громко, сидеть и читать. Что я делала? Я читала сыну сказки на ночь. Каждый вечер я выделяла время, чтобы читать громко вслух. Күз ох алгаха, ахабатым ох болун, сиебетим сене болун, атмас сүре сүрденим, сирдөйді күйе күйстеним, өйім санам туругурдун, этим синим, эрчимирдин, аяр тутар бағам ақсабатын, оңорор тутар жулурум остубатын, еяхситин эппитин хоту булан, айыхытым айбытын батыха болун. Как тут читать вообще в родном языке? Ну, в якутском языке как? У нас есть удлиненные гласные. Например, ахабытым, так мы не говорим, да, но вот когда в разговорной речи мы все равно, артикуляция у нас немножко меняется, тем более мы говорим на нескольких языках. И мы смотрим, как написан текст. И стараемся также читать. Ахабытым ох боллун, себитим сене боллун. Прям четко выговаривает каждое слово. Это очень важно. Мы таким образом чисто механически обучаемся языку. Визуально смотрим, как пишутся слова. Учим наш мозг вот через зрительный контакт, зрение визуально, вот все это изучаем и учимся выговаривать, прям выговаривать. И ситим эпитим хоту болун.
Болун, болун. Это очень классное упражнение. И 7-е правило изучения родного языка наверняка всем понравится. Это очень простое и доступное на самом-то деле. Это смотреть фильмы на родном языке. Ну или телепередачи. Что еще может быть? Документальные фильмы, YouTube-каналы на родном языке. Это просто. Пусть мы будем смотреть и получать новую информацию. Это же классно. И еще получать какое-то эстетическое удовольствие от просмотра фильмов. 8-е правило изучения родного языка – это организовать разговорные клубы. Да-да-да. А как вы еще думали, да? Ну, например, даже внутри семьи можно устроить разговорный клуб. Как это происходит? Ну, например, муж с женой разговаривает целый час, например, на родном языке. Когда вы живете, например, в эмиграции, в другой стране, где мало сообщества, где разговаривают на родном языке, это можно начать с семьи. Также вы, дети все равно это будут смотреть и видеть своими глазами, и понимать, и привыкать к этому. Так что можно начать разговаривать внутри семьи. Ну, конечно, можно расшириться, да, сейчас возможностей куча, через, не знаю, Zoom пообщаться, Google Meet, через WhatsApp, в конце концов, устроить разговорный клуб. Выбирать темы и разговаривать, если это незнакомые. Ну, это плюс еще расширение круга общения, новые знакомства. Так что разговорный клуб, именно даже в изучении родного языка, это прекрасный способ. Итак, я сегодня перечислила, какие есть правила, способы изучения родного языка. Их всего набралось у меня 8 штук, и одно из самых главных – это начать с себя. Если вы родитель, то не надо сразу давить своего ребенка и требовать от них, чтобы они заговорили на родном языке, а начните с себя, станьте сами примером для своего ребенка. Что для этого нужно? Давайте я резюмирую мое видео. Ну, во-первых, это начать думать на своем родном языке и описывать в голове каждое ваше движение. Я там встал, турдум, бардым, каллим, ахтым, етим. Вот так. Во-вторых, начать слушать песни, подкасты, чтобы в фоновом режиме у вас всегда что-то звучало, и вы слушали и понимали, о чем это идет. Ну, песни самое простое. В-третьих, это подпевать песню, повторять песни и слова. В-четвертых, это выучить стихи. Начните с детских, а потом уже по своему желанию двигайтесь. В-пятых, это читать. Читать тоже надо с простого, это, как я говорила, с простых новостных статей или там детских сказок. Шестое – это читать вслух, громко. Обязательно читайте вслух, можно читать вслух детям сказки. И седьмое – это смотреть фильмы, мультики, передачи, YouTube-каналы на родном языке. Последнее – это организовать свой разговорный клуб. Можно начать из дома или же расширяться, но найти единомышленников, которые тоже хотят разговаривать на родном языке, потому что вдали от дома, например, в нашем случае в эмиграции, прям очень хочется говорить на родном языке. Найдите таких же людей, как и вы. Ну, еще от меня, как вы поняли, изучение любого языка, будь то иностранного, будь то родного языка, они очень похожи, так что не отчаивайтесь, не требуйте от себя слишком много, просто начните. Спасибо большое за просмотр этого видео. Поделитесь своим мнением, какие у вас чувства, ощущения, мысли появились после этого просмотра. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, и я продолжу дальше делиться своими лайфхаками изучения родного языка. Всем спасибо. Махтал, таптал, эрель.